Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые друзья, только что мы с Владимиром Владимировичем провели плодотворные переговоры в узком, расширенном составе. Признателен, прежде всего, президенту России за то, что в своем чрезвычайно плотном графике он нашел время именно сегодня посетить Беларусь с официальным визитом. Это хороший сигнал, и не только сигнал. Благодаря этому сегодня мы смогли детально обсудить большой перечень вопросов белорусско-российского сотрудничества, прежде всего в экономической сфере. Вы, наверное, заметили, что в последнее время мы очень-очень много времени отдали обсуждению вопросов безопасности и обороны. Ну, как вчера мы договорились, мы детально вопросы безопасности и обороны обсудили, а сегодня посвятили время в основном экономическим проблемам. В последнее время в белорусско-российских отношениях отмечается заметный подъем. Уровень взаимодействия и доверия между нашими странами во всех сферах действительно беспрецедентный. Мы можем уверенно констатировать, что экономики Беларуси и России динамично развиваются, несмотря на разного рода препятствия. Известные препятствия. Нацелены на дальнейшее развитие атомной отрасли в Беларуси на основе российских технологий. Мы подробно рассмотрели вопросы промышленной кооперации, развития машино- и станкостроения, микроэлектроники. В первую очередь, с точки зрения наращивания импортозамещающих производств, позволяющих обеспечивать нашу импортонезависимость, технологический суверенитет. В конечном итоге это же безопасность наших государств. Уверены в сохранении преемственности в работе нового правительства России на белорусском направлении. Неразрешимых проблем в отношениях наших стран нет. Есть отложенные, требующие более пристального внимания и глубокой проработки. Надо честно признать, что на сегодняшний день мы сняли все вопросы, и нерешенных вопросов на сегодняшний день нет. Уверен, что и в будущем мы будем аналогично работать. В этом контексте сегодня обсудили вопросы формирования единой промышленной политики в рамках союзного государства. По сути, мы должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. В противном случае не только народы наши, но и мы сами друг друга не поймем. Значительное внимание уделили развитию транспортно-логистической сферы. Здесь мы едины во мнении, что в этой очень перспективной отрасли требуются серьезные дополнительные инвестиции. В последние годы мы по-новому посмотрели на региональное сотрудничество и по достоинству оценили его потенциал. Беларусь и ее регионы сегодня без преувеличения сотрудничают практически со всеми субъектами Российской Федерации. Растет экспорт продукции. К слову, я уже об этом говорил, 27 и 28 июня этого года в Витебске, Полоцке и Новополоцке пройдет 11-й форум регионов Беларуси и России. Мы рассчитываем, что, уважаемые коллеги, вы из России приедете на этот форум. Знаю, что будет очень интересная повестка. Разумеется, сегодня мы затронули насущную международную повестку, проблематику безопасности в мире, регионе на фоне того беспрецедентного уровня напряженности, с которым нам всегда приходится иметь дело. Здесь наши подходы абсолютно совпадают. Мы не свернем с избранного пути создания справедливого многополярного мироустройства. Я благодарен своему коллеге Владимиру Владимировичу за подробную информацию о результатах его визита в Китай. Беларусь также нацелена на развитие всепогодного всестороннего партнерства с Пекином, но мы не забываем и о своем развитии. Белорусско-китайские отношения от года к году также существенно прибавляют. Рассчитываем, что на июльском саммите ШОС в Астане присоединимся к этой влиятельной международной организации. Я также благодарю россиян, руководство России, МИД России за ту большую поддержку, которую нам
которую вы нам оказали при вступлении в ШОС. Я также, подводя итог, отмечу, что благодарен моему российскому коллеге за теплый братский разговор, плодотворную, конструктивную встречу, за то, что по всем темам мы нашли взаимопонимание и можем рассчитывать на дальнейшую взаимную и всестороннюю поддержку. Благодарю за внимание. Уважаемый Александр Григорьевич, друзья, дамы и господа, в первую очередь хотел бы поблагодарить президента Беларуси за приглашение, я уже об этом говорил, повторю еще раз, посетить Минск и за традиционно теплый прием. Как хорошо известно, эта поездка – один из первых зарубежных визитов после избрания и вступления в должность президента, после формирования правительства Российской Федерации. Тем самым мы хотели бы подчеркнуть то важное значение, которое в России придается братским связям с нашим ближайшим соседом, надежным союзником и подлинно стратегическим партнером. Согласен с Александром Григорьевичем, сегодняшние переговоры были очень продуктивными. С участием вице-премьеров и отраслевых министров рассмотрели практически все ключевые вопросы российско-белорусского сотрудничества в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. В нынешнем году предстоят сразу две важные даты. Это 3 июля. Совместно отметим 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это наша общая победа. Мы помним, какой ценой она далась, и дорожим памятью отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. А 8 декабря исполняется 25 лет союзному государству России и Беларуси. За прошедшую четверть века нам удалось по-настоящему многого добиться по интеграционным трекам. Успешно реализовано 28 отраслевых программ, унифицировано российское и белорусское законодательство во многих сферах, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Обеспечены необходимые условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики. Александр Григорьевич сейчас только что об этом тоже упомянул. В соответствии с решением Высшего Госсовета союзного государства, принятым 29 января в Санкт-Петербурге, определены новые перспективные направления интеграции. На завершающей стадии находится согласование плана конкретных мероприятий по дальнейшему углублению экономического взаимодействия, по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций, по технологическому развитию и импортозамещению. Отмечу, что из года в год устойчиво растет встречная торговля. На Россию, как основного экономического партнера Беларуси, приходится около 60% белорусского внешнеторгового баланса. По итогам прошлого года товарооборот прибавил более чем 5% и достиг рекордных 46,5 миллиарда долларов. Вот мы считаем это в долларах, а между тем свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях осуществляется в наших национальных валютах. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. Россия вложила в белорусскую экономику свыше 5 миллиардов долларов. В республике работают 2500 российских компаний. Реализуются совместные проекты в стратегически значимых отраслях, таких как производство автомобилей и станков, сельхозмашиностроение, микроэлектроника, гражданская авиация. Активно развивается сотрудничество в сельском хозяйстве. В агропромышленном комплексе России и Беларуси гармонично дополняются друг другом те направления, которые являются для нас в этой сфере приоритетными, что надежно и бесперебойно обеспечивает продовольствием населения наших государств и направляет излишки на внешние рынки. Приоритетной отраслью двухстороннего взаимодействия является энергетика. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях. В ноябре 2023 года успешно завершен крупнейший совместный проект. Александр Григорьевич тоже упоминал об этом и в ходе переговоров неоднократно. Это строительство белорусской АЭС.
Станция работает на полную мощность. На сегодняшний день 2 ее блока выработали более 30 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. И мы, безусловно, настроены и далее помогать белорусским друзьям развивать собственную атомную отрасль, а также укреплять сотрудничество в смежных высокотехнологичных секторах: цифровизация, ядерная медицина, создание систем накопления энергии. Растут объемы железнодорожных грузоперевозок из Беларуси через российскую территорию. В 2023 году этот показатель более чем удвоился, превысив 14 миллионов тонн. И в наших совместных планах и далее наращивать транзит белорусских грузов по территории России. Для этого увеличиваем пропускную способность транспортных коридоров, сообща занимаемся модернизацией торговой и логистической инфраструктуры. Многоплановый характер носит российско-белорусское культурно-гуманитарное сотрудничество. Осуществляются научные и образовательные обмены, реализуются совместные программы патриотического воспитания молодежи и сохранения общей исторической памяти. Многое делается для создания максимально благоприятных условий взаимных поездок граждан, для развития их контактов и прямого общения друг с другом. В скором времени планируется отменить роуминг на территории союзного государства. То есть мобильная связь для всех абонентов в 2 странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети. С учетом напряженной обстановки на внешних границах союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства. На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и организации договора о коллективной безопасности. Рассмотрели ход выполнения наших с Александром Григорьевичем поручений о синхронном проведении в России и Беларуси учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия, о которых информировали общественность 9 мая. Затрагивались сегодня и вопросы дальнейшей координации действий на международной арене. Отмечу, что Россия и Белоруссия выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных проблем, оказывают друг другу взаимное товарищеское содействие на различных многосторонних площадках. В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что Россия всячески способствовала вступлению Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества. Президент тоже только что об этом говорил. Исходим из того, что уже в июле на саммите организации в Астане будет объявлено, что все необходимые для этого процедуры завершены, и Белоруссия станет 10-й страной-членом Шанхайской организации сотрудничества. Это, несомненно, будет укреплять авторитет самой организации, послужит упрочению безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве. Также, пользуясь случаем, поделился с президентом Беларуси впечатлениями от только что завершившегося государственного визита в Китайскую Народную Республику. Мы, кстати говоря, там в разговорах с председателем, с нашим другом, председателем КНР, вспоминали и говорили о сотрудничестве с Беларусью. В заключение хотел бы еще раз поблагодарить Александра Григорьевича за гостеприимство и за содержательные переговоры. Нынешний визит, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию российско-белорусских союзнических отношений во всех областях. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, у присутствующих журналистов есть вопросы. Мы предложили бы по 2 задать белорусской и российской стороны. И начнем с наших белорусских коллег. Беларусь-1 телеканал, пожалуйста. Здравствуйте, Александр Григорьевич, Владимир Владимирович. Вот вы упомянули, что обсуждали вопросы безопасности. Учитывая нынешнюю непростую обстановку, напряженную и внешние угрозы, и наращивание натовского контингента, будут ли в ближайшее время предприняты какие-то шаги по безопасности, укреплению безопасности в союзном государстве? И как вы оцениваете учения по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия? Мы постоянно, как я уже сказал, не просто обсуждаем вопросы нашей безопасности и обороны наших государств. Владимир Владимирович только что сказал о главном. У нас создана совместная группировка по защите
союзного государства. Мы постоянно держим в поле зрения все то, что происходит на границах, наших границах. Мы это видим и знаем, начиная от выстраивания разных заборов и нагнетания из Сирии учениями, которые проводятся вблизи наших границ. А это, как я уже говорил, порядка 90 тысяч иностранных войск. Правда, удивительно, что там делают американцы, немцы и так далее на наших границах. Поэтому безопасности мы уделяем первостепенное внимание. И я скажу больше даже, что многие наши встречи, вы, наверное, заметили, мы часто встречаемся, но 90%, а может и больше, это вопросы безопасности и обороны. Ну, за исключением нынешней встречи, где мы много времени, даже больше, чем вопросам безопасности, уделили экономике, потому что в основе безопасности экономика лежит в том числе. Поэтому уделяли и будем уделять внимание. Что касается учений, которые вы упомянули, ну что их тут оценивать? Я говорил, если ты автоматчик, все же это понимаем, и для чего автомат? Для того, чтобы нападать или защищаться. У нас нет желания ни на кого нападать, защищаться. Как защищать? Ну, должен уметь пользоваться этим оружием. Точно это смертоносное, опасное, с автоматом не сравнишь оружие. Тренироваться надо. Я честно признался, что это наша 3-я тренировка с момента размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Ну, а у россиян они раньше это не афишировали, там, наверное, десятки таких тренировок. Ничего удивительного. Мы все делаем то, что они делали и делали до нас и делают теперь. И учат, обучают иностранных летчиков и так далее, в частности, немецких летчиков в Германии, американцы тренируют с носителями ядерного оружия, в частности, бомб, если о самолетах говорить, и ракетах. Ничего особенного не делаем. Мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого. Они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем обстановку. Нам война не нужна. Мы сегодня говорили только о мирных перспективах. Я благодарен президенту России, который с собой в делегацию включил руководитель группы стратегических инициатив, который рассказал то, что трудно даже осмыслить, а это наше будущее, недалекое. Поэтому мы о мире, но порох держим сухим. Ничего особенного. Да, мне, собственно, почти нечего добавить. Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Разница только в том, что после размещения нестратегических части нестратегического потенциала ядерного на территории Беларуси мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками. Первое. Второе. Мы к безопасности Беларуси относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации. И это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере. Что касается соблюдения норм, обязательств России в этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений. Здесь нет ничего, что мы бы нарушили, нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО. Александр Григорьевич сейчас об этом сказал. Там регулярно проходят такие же учения, к которым привлекаются страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие. С привлечением их военнослужащих, их боевых самолетов и других средств доставки. Поэтому
Все это у нас происходит в плановом порядке, и мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни слаженности. Вот этому и слаженности и посвящены учения, о которых вы спросили. Спасибо. Так, в продолжение от российских журналистов, пожалуйста, МИЦ «Известия». Добрый день, Владимир Владимирович, Александр Григорьевич. Вопрос от МИЦ «Известия» Кирилл Воробьев. Вы, как и сказали, сегодня один из главных блоков, который обсуждался, это энергобезопасность и в целом вся сфера, которая крутится вокруг этого слова. Но не так часто появляется информация о проекте общего энергетического рынка. И вот как раз перед вашей встречей были заметки у белорусских коллег, что вроде как нашли точки соприкосновения и выстроили карту, по которой будут двигаться. Вот все-таки стало ли действительно понятно, что мы ждем вот этого проекта, что получим все мы? И, может быть, есть другие страны, которые тоже хотят принять участие? Какого проекта? Общий энергетический рынок. Спасибо. Да. У нас по 3 направлениям осуществляется взаимодействие. Это значит, электроэнергетика, это нефть и газ, и это атомная энергетика. По каждому из этих направлений у нас приняты решения, и все работает. Что касается нефти и газа, там есть текущие вопросы, которые мы сегодня достаточно подробно обсуждали. Нерешенных вопросов не существует. По газу у нас все параметры согласованы на ближайшие годы. Вот, поэтому, да, там нужно будет за этим горизонтом нужно будет выйти на решения, которые бы отвечали интересам как наших белорусских друзей, так и российской экономики. Работа идет в плановом порядке. В области электроэнергетики у нас касается общих режимов работы, перетоков. Здесь никаких сбоев тоже нет. По атомной энергетике я тоже все сказал. Значит, АЭС работает. В этой связи возникают новые возможности для работы в смежных отраслях. Ну, что касается создания общего рынка, то работа тоже у нас двигается. Я вот применительно к газу об этом упомянул. Поэтому все идет в плановом режиме, никаких здесь у нас противоречий нет. Есть между специалистами там разные немножко подходы. Но я думаю, к тому моменту, когда общий рынок должен будет заработать, мы все составляющие предполагаемых решений согласуем. Пожалуйста, от белорусской стороны информационное агентство «Белта». Здравствуйте, Александр Григорьевич, Владимир Владимирович. Вопрос по Украине, в частности, в связи с истечением президентских полномочий Владимира Зеленского. Как вам видятся перспективы возможного возобновления мирных переговоров с Украиной? Ну, здесь главный вопрос, с кем вести эти переговоры, если даже будет такой запрос с украинской стороны? И, соответственно, вторая часть вопроса, видите ли вы сейчас в Украине какие-то реальные силы, будь то политические круги или военные, которые действительно способны трезво оценивать обстановку, идти на компромисс и, главное, быть договороспособными? Ко мне вопрос, да? К обоим президентам Да, вопрос. я начну, наверное, да? Лучше знает. Да. Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, еще раз это подчеркнуть. Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Более того, мы вот в Беларуси эти переговоры начали в свое время, а потом перенесли, причем по просьбе украинской стороны, перенесли это в Турцию, в Стамбул, вышли на договоренности, вышли на проект соглашения и, более того, выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины парафировал. То есть, в принципе, украинскую сторону это в целом устраивало и российскую. Там были моменты, которые надо было бы доработать, но в целом, повторяю, если
подпись стоит под этим документом с украинской стороны, значит, украинскую сторону это устраивало. Вот. По известным причинам, после того, как в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании, украинская сторона эти договоренности выбросила, перестала их реализовывать. Более того, объявила о том, что переговоры прекращаются. Они же сказали об этом публично. Не мы прекратили эти переговоры, они прекратили. И даже больше запретили сами себе вести эти переговоры дальше. Мы никому не запрещали. Мы за переговоры. После этого, опять же, по напущению из подачи своих западных спонсоров, хозяев, была поставлена цель добиться стратегического поражения России и победы над Россией на поле боя. Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Но пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы. А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос не праздный, я с вами согласен. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства, она закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего. Но вот эти пиаровские шаги, они не имеют значения для юридических документов. Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет, а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов. И тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. На этот вопрос должны ответить в самой Украине. Прежде всего, думаю, что с позиции парламента, Конституционного суда, ну или каких-то других органов власти. Насколько мне известно, но надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут. Это может быть сделано на основе юридического анализа. Это вопросы к украинской политической и правовой системе. Абсолютно согласен с только что сказанным Владимиром Владимировичем. Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может, потому что там глубокая демократия, вы же понимаете. Все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, там еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия. Ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать. Поэтому юридической чистоты, о которой говорил Владимир Владимирович, там нет и быть не может в этой ситуации.
Что касается войны и мира, главные вопросы, на которых тоже указал Владимир Владимирович, какое это имеет значение? Все равно ни нынешний президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украины, перед народом Украины. Эти вопросы решать президенты не будут. Вы знаете, кто будет решать. За океаном многое уже решено. Что не решено, они решат потом. Свидетельство тому привел президент России только что. Когда приехал неизвестно кто, непонятно кто, приказал, перечеркнули те договоренности, которые нелегко дались и были положены на бумагу и парафированы. Ну вот и результат. Поэтому я глубоко анализировал, в общем-то, для себя эти проблемы с полномочиями Владимира Александровича. А сейчас я понял, что это все бесполезно. Что касается реальной силы в Украине, ну, вы знаете хорошо Украину. И до специальной военной операции общества, и сейчас там больше, чем этих сил. И каждый мнит себя героем. И силы, которые, в принципе, позицию мы поддерживаем, и которых не поддерживаем. Поэтому, опять же, там демократия. Там сегодня и среди военных, и среди гражданских, желающих возглавить страну и повести ее по-новому на войну и против войны, достаточно. Но ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит. Очень много. Поживем, увидим. Мы никуда не торопимся, Россия тем более. Поэтому у нас позиция единая, мы не прячем ее. Будем работать вместе. Спасибо. Пожалуйста, и завершающий вопрос Арти Раштуды. Владимир Владимирович, здравствуйте. Сагур Хадар Раштудей. Можно у вас спросить, как, по-вашему, смерть президента Ирана может повлиять на двухсторонние отношения, на сотрудничество в региональных организациях, также в военной сфере? И позвольте второй аспект. Какая-то странная тенденция наблюдается со всеми лидерами, которые не согласны с коллективным Западом. Вот недавно премьер-министр Грузии рассказал то, что один из еврокомиссаров угрожал ему судьбой премьер-министра Словакии, если пройдет закон об иноагентах. Вот как вы на это смотрите? Это новый мировой порядок или новая политика коллективного Запада? Спасибо. Я не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал. Там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу, понимаете? А вот если это так, как вы сказали, что, ну, кроме как политической пургой, это назвать нельзя, это безобразие просто и все. Но, к сожалению, безответственность чиновников среднего уровня, она особенно вот на этом направлении растет, мы часто сами с этим сталкиваемся. Это вызывает только сожаление. Ну, прокомментировать вот эти части я ничего не могу, но что касается внешней политики Ирана, то это суверенные решения самого Ирана. Иран крупная региональная держава и в мировых делах играет заметную роль. Но, по моему мнению, мы вряд ли после этой трагедии столкнемся с какими-то изменениями внешней политики иранского руководства, имея в виду, что фундаментальные основы иранской государственности, они являются достаточно устойчивыми, прочными, надежными. У нас очень хорошие сложились отношения с Ираном как с государством, с иранским народом и с иранским руководством. Я лично не вижу никаких возможных изменений, серьезных, каких бы то ни было. Но, конечно, рассчитываю на то, что преемственность на российском направлении иранской политики и на направлении нашего сотрудничества по ключевым международным проблемам, эта преемственность сохранится. Что касается гибели, два слова. Что касается гибели нашего доброго друга, я не единожды встречался с
господином Раиси, и думаю, что президент России меня поддержит. Это нормальный, добрый человек, который с нами вел откровенный, честный диалог и был обеспокоен развитием собственного государства и защитой интересов собственного народа. Как там, что было и прочее, много об этом сейчас говорится. Я думаю, Иран такая страна, которая разберется, что там произошло. Но как человек, а не президент, скажу, мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочее, на которых перевозят людей. Они же ввели санкции, по-моему, против судов в России, против нас, против моего, допустим, самолета. Ну, Владимир Ильич не достанут, потому что у него российский борт. А здесь они ввели эти санкции. Это что, нормально? Это же люди перемещаются. Вы же продали это судно. Неважно, 40 или 50 лет существует этот вертолет. Может, за 50 лет он 3 раза летал всего. И вроде бы был бы нормальным, если бы его обслуживали как следует. Но они же запретили и обслуживать своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе. Они все верующие. Ну а если верующие, то пусть ждут. Он им пришлет ответку. Так себя не ведут в мире. Это вот лишний раз подтверждает то, что делает сегодня Россия и другие, которые ее поддерживают с разрушением однополярного мира. Он будет, этот многополярный мир. Эти безумцы приближают этот многополярный мир своими этими действиями. Кому это нравится? Не нравились там, украли деньги, в данном случае у России не только. Не нравится, схватили то, судно какое-то арестовали, танкер забрали, товар забрали. Все позволено, сильные. Но я говорю, если верующие, я не мистик, но придет время, за это они все ответят, и ответят сполна. Они там за океаном не укроются. Поэтому они виноваты в том, что если там на вертолет ничего не воздействовало, наверное, не воздействовало, они за это ответят. Они запрещали обслуживать этот вертолет, это точно. Я это по себе знаю. Кстати, сопровождающие лица летели на 2 российских, по-моему, вертолетах, да? И вертолеты российского производства, без всяких особых условий, в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.